Алдар Кусе не казахская сказка. Нам даже не стыдно сказать, что эта сказка нанесла немалый вред казахам. Спросите почему? Во-первых, это вымышленный персонаж, которого не существовало в истории. Нет, даже сама сказка не существовала в давние времена. Она была придумана вот недавно. Сказка Алдар Кусе встречается лишь в тех тюркских народов, которые были в составе Советского Союза. Кажется, вы поняли, к чему мы ведем. Давайте обратим внимание, какое воспитание дает эта сказка. Отбирать богатство у богачей и отдавать все бедным. Что можно обманывать друг друга. А богатые люди в сказке показаны как негативные персонажи. Как хорошо это подходит под идеологию коммунистов, большевиков, не так ли? И это далеко не совпадение, потому что Алдар Кусе сказка, придуманная во времена СССР на основе реального прототипа Ходжа Насреддина. 1975 жылы КСРОда коммунист идеологиясының пропагандасымен шыққан Алдар Кусе мультфильмы. Это часть коммунистической пропаганды, облаченная в антураж традиционного тюркского фольклора. В традиционном казахском обществе баи были старейшинами семейства, заботящиеся и правящие аулом. Чтобы очернить этот образ, большевики придумали эту сказку. Затем заставили народ поверить и принять это как свою устную литературу. В наше время, когда Казахстан стал независимым, а СССР распался, мультфильмы и сериалы про Алдар Кусе продолжают наносить вред. Молодежь, выросшая на этой сказке, начинает ненавидеть богатых людей и ставить себе психологический блок на богатство. Среди народа распространено понятие «не обведешь, не проживешь». Мы думаем, что увеличение махинаций и количество мошенников в Казахстане тоже с этим взаимосвязано. Запомните, казахи всегда были богатым народом. Забирать чужое обманом и хитростью не существовало как явление. В Великой Степи были высокие понятия, как честь, достоинство и совесть. Поэтому такой персонаж, как Алдар Кусе, никоим образом не мог стать хорошим героем.